Приток Алханчурского канала перекрыли. Сейчас ведутся работы по очистке реки Назранка. Водную артерию расширяют, вывозят ил. Река была перегружена нечистотами. Запах стоял по всей округе. На это неоднократно жаловались жители Насыркорта. Репортаж Микаила Тангиева. Жители Насыркорта в очередной раз бьют тревогу. По их словам, приток Алханчурского канала реки Назранка может в скором времени навсегда исчезнуть. Речку все чаще закрывают, она становится грязной, а работы по очистке русла проводятся не так активно, как они бы того хотели. На сегодняшний день приток воды из Алханчурского канала полностью приостановлен, а источник воды, который здесь течет сейчас, жители и сами точно не могут определить. Есть версия, что это канализационные стоки, наглым образом проведенные неизвестными лицами в некогда чистую речку. Я канализационный сток из даях. Нах ачика турбаж даях. Штраф тухчо, штраф тихат. Ой, я юрты адла тихи. Местная администрация откликнулась на жалобу населения, и уже вторые сутки здесь работает техника, которая очищает и вывозит ил, а также расширяет водную артерию. Главная причина, почему собрались люди, это информация, что шлюз закрыли и воду по этому притоку больше не пустят. Якобы речка больше не используется в оросительных целях. Сейчас этот вопрос решается на уровне законодательной власти, а пока речку приводит в порядок всем округам. С двух сторон мы расчищаем реку. Значит, со стороны села идет механизм, работает уже нанятый жителями, частным инвестором. И отсюда значит, от улицы Муталиева по улице Тихо идет работа силами администрации города Назрань. Ранее приток Алханчурского канала реки Назранка был на балансе межреспубликанской оросительно-оводительной системы. Теперь же ведутся переговоры о том, что речку могут перевести на баланс местной администрации или же найти иное решение. Как бы то ни было, договоренность о том, что в скором времени вода вновь заполнит этот приток, уже есть. Там работа шла, работали наши депутаты, администрация города. Во всяком случае достигнута договоренность, что арендная плата за потребляемую воду администрация будет оплачивать. А тем временем власти округа обещают ликвидировать незаконные постройки и канализационные стоки, впадающие в эту реку. Также необходимо решить вопрос с водопроводной сетью, заменить ветхие трубы, чтобы в будущем они не пересекались с рекой Назранкой. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.